ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 17:00, Сосногорск. Открывается семейный парк Югодлун. Разные названия предлагали сами жители, их набралось более 200, а в итоге выбрали «Светлый день». Таков перевод двух слов из языка коми. Центральный вход в парк расположен за памятником атакующему глухарю. В свое время здесь появятся какие-то легенды и традиции. Вот здесь заложено именно такое начало для этого, а дальше уже семьи, дальше уже люди, которые здесь есть, они добавят, возможно, какие-то места, какие-то интересные традиции. Первое уже есть. Среди особенных достопримечательностей парка дерево любви. 1,5-тонное металлическое сооружение со множеством колец ковали сосногорские кузнецы. В сжатые сроки, меньше чем за месяц, выросло дерево, на котором можно, так сказать, заковать свадьбу, повесить замочек или железный листок с именами молодоженов для крепкого союза. Каждое колечко саморучно ковалось, выгибалось и по одному приваривалось на все дерево. Так, в принципе, тяжело было, но нормально. Тут более 8500 колец. Сейчас парк — это пешеходные дорожки и площадки, выложенные камнем, несколько фонтанов, в том числе замечательный каскадный, есть и игровые фигуры для детей. Все это в обрамлении основательно прореженного хвойного леса. В день открытия новое культурное место посетило огромное число людей. Первые впечатления положительны. Я вот когда зашла, вот просто пока хожу, да, мне вот такое чувство, что это в стиле, знаете, каком сделано? Этнопарк семейный. И как-то вот как в Финляндии, вот карело-финский вот такой мотив такой. Ну, красиво. Вот это, то, что северный край, северные мотивы. Прекрасно вообще. Фонтан, он классный, потом водопад очень красивый. И, в общем, все нравится. Всякие фигурки очень красивые. Короче, красивый парк, в общем, мне очень нравится. Парк вроде бы хороший. Гулять можно, детям нравится. Места побольше, скамеек посидеть. Гости парка надеются, что со временем его еще больше облагородят, поставят дополнительные детские площадки, песочницы, скамейки, чтобы посидеть, и кафе перекусить. Однако на момент открытия вечером 28 августа вокруг слышалось, что больше всего не хватает по сути одного – антикомарина.